Как концепция изменилась со времени первой презентации год назад на 10-м юбилейном Российско-финляндском форуме? Ну, вообще изначально концепция была разработана в 2008 году, вы наверняка знаете об этом, автор концепции Нестерова Нина Александровна, и концепция ставила перед собой задачу разработки создания многофункционального, рентабельного, я подчеркну это слово, рентабельного туристского комплекса. Ставилась задача создания финно-угорского центра, который бы способствовал развитию финно-угорского сотрудничества в рамках финно-угорского сообщества. И Республика Коми в этом смысле была бы неким ключевым регионом. Собственно говоря, вот задача, о которой я сказал, создание многофункционального рентабельного центра, она сегодня по-прежнему остается актуальной. То есть мы по-прежнему ставим для себя очень важным приоритетом развитие именно рентабельного комплекса. Поэтому первоначальная концепция была отчасти откорректирована с точки зрения использования этого комплекса как комплекса круглогодичного отдыха, комплекса для проведения семейного отдыха. Но при этом сама идея развития внутреннего и въездного туризма, она по-прежнему для нас актуальна. Поэтому объекты комплекса можно условно разделить на два типа. Это объекты презентационного плана, это вот наш конгресс-холл, на базе которого мы планируем проводить международные совещания, конференции, симпозиумы, то есть все публичные мероприятия мы планируем замкнуть на этом объекте. Это объекты такого этнокультурного свойства, это создание финно-угорской деревни, она по-прежнему для нас актуальна, мы по-прежнему в планах развития комплекса ее рассматриваем. То есть создание подворий финно-угорских народностей по видам народностей. То есть это несколько гостевых домов, где можно будет видеть экспозиции финно-угорских стран, регионов, где можно будет ознакомиться с культурой этих народов. Третьи объекты – это создание ремесленных мастерских, где можно людям, во-первых, увидеть своими глазами, как все это делается, и даже непосредственно принять участие в изготовлении этих игрушек, этих поделок. И второй тип объектов – это объекты, скажем так, развлекательного типа, причем как традиционного. Мы планируем создание в рамках комплекса горнолыжного склона, рыбацкой деревни, лодочной станции, охотничьей деревни. Также на территории самого парка мы планируем размещение объектов развлекательного свойства. Это гостевые дома, это создание в перспективе, возможно, боулинг-центра. То есть то, что позволяет привлечь посетителей в течение всего года. Ну и создание так называемых объектов анимационного свойства. То есть это детские аттракционы для той категории посетителей, которая для нас тоже очень важна. Это создание анимационных маршрутов, основанных на легендах финно-угорских народностей, эпосов. То есть вот два типа объектов. То есть по сути концепция, она каких-то кардинальных изменений не претерпела, но учитывая, что этот объект должен быть по-настоящему рентабельным, мы сделали определенный акцент на развитие объектов коммерческого свойства. Да. На сколько примерно лет рассчитано? Или это вот постоянно будет только перманентный процесс перерастания каких-то новых вещей? Ну, можно совершенно четко говорить о сроках строительства первой очереди объекта нашего. Это 3 сооружения, здание входной группы. Оно тоже предполагается многофункциональным, то есть предполагается, что в этом здании будет размещаться администрация парка, размещаться охрана. Здесь же мы планируем размещение полноценного кафе на 50 мест. Здесь же мы планируем размещение ремесленных мастерских, помещений для выставки экспозиций. Следующий объект – это конгресс-холл, то есть то, о чем я уже говорил, площадка для проведения всяческих мероприятий, симпозиумов, как молодежных, любых абсолютно. И опять-таки, учитывая, что этот комплекс должен работать круглосуточно, не время от времени, от семинара к семинару, от конференции к конференции, мы оснащаем этот объект высококачественным мультимедийным оборудованием, что позволит его использовать как качественный кинотеатр, как площадку для проведения дискотек, всяческих торжеств. То есть он может эксплуатироваться в таком режиме тоже. И третий объект, в первую очередь, это гостиница на 50 мест.
Что очень важно, в рамках строительства в первую очередь мы планируем обустроить инфраструктуру центральной части парка, что в дальнейшем даст возможность тем, кто захочет вложить свои средства в создание объектов инфраструктуры развлекательной на территории парка, уже будет иметь возможность подключаться к этой инфраструктуре. И этот период строительства будет занимать практически ровно год. То есть мы планируем, что к июлю-августу следующего года, то есть к моменту празднования 90-летия, этот парк мы сможем уже открыть вот в том объеме объектов, в первую очередь, которые планируем. Да, мы на это рассчитываем и планируем проведение таких. На какой стадии? Расчистили площадку? Сейчас проведены все проектно-изыскательные работы по объектам в первой очереди и проведены все подготовительные работы для того, чтобы начать строительство объектов в первой очереди. Сегодня у нас фактически завершен прием заявок в рамках открытого аукциона на строительство этих объектов, и мы рассчитываем, что буквально в ноябре определится победитель и начнется, собственно, строительство этих объектов. То есть вот-вот уже? Да, то есть буквально начиная с ноября, с конца ноября, когда будут подписаны контракты, начнется основная работа. Я думаю, что сумма тоже более-менее известна, сколько нужно на первую очередь. Да, сумма определена, совершенно вы правы. У нас есть сегодня республиканская целевая программа создания этого Финно-Угорского этнокультурного парка, и этой целевой программой предусматривается ассигнование на строительство объекта в первой очереди в размере 340 миллионов рублей. Какие инвестиции вы ждете? Как они будут распределяться между федеральным центром, между республикой и между теми инвесторами, которые рано или поздно появятся? Говоря о привлечении федеральных инвестиций, то есть об этом нужно сказать отдельно, Республика Коми рассчитывает на то, что мы попадем в целевую республиканскую, прошу прощения, что мы сумеем попасть в федеральную целевую программу. Эта программа называется «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Соответствующую заявку мы уже подали в Минспорттуризм. Кроме того, существует еще одна целевая федеральная программа, называется она «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». Мы также рассчитываем принять участие в этой программе. Необходимую информацию мы подготовили и отправим ее в ближайшее время в Минрегионразвития. И, соответственно, эти ассигнования из федерального бюджета для нас тоже будут источником финансирования объектов. Конечно, основной объект, основной объем инвестиций – это инвестиции внешних участников, то есть инвестиции в коммерческие объекты этого парка. И если сегодня мы планируем ассигнование бюджета республиканского в размере 340 миллионов рублей, то инвестиции внешних инвесторов, очевидно, будут выше этой суммы. Но все зависит от того, насколько масштабным и функционально насыщенным видят в себе эти инвесторы, те объекты, в которые они вкладываются. Вы больше ждете идей или финансов? Безусловно, мы ждем в первую очередь реально подкрепленные инвестиционные предложения, поскольку сами идеи укрупненно уже обозначены. Те объекты, сателлиты парка, они в принципе уже определены. То есть это, я уже говорил о них, горнолыжный склон, который мы считаем наиболее перспективным с точки зрения и рентабельности, и с точки зрения его посещаемости, поскольку это наиболее понятный для людей объект. То есть и сегодня уже у нас есть пример, Зеленецкие Альпы, куда люди ездят. То есть этот объект, на наш взгляд, будет наиболее интересен для инвесторов. Кроме того, есть объекты, которые тоже будут интересны, но для такой, может быть, узкого сегмента посетителей. Это рыбацкая деревня, это лодочная станция, это палаточный городок, о чем я уже говорил. Это не будет безумно дорого, это я не назвал бы элитным, но это будет культурный туристский центр для среднего сегмента потребителей. Артур Альбертович, не далее, как в четверг, в торгово-промышленной палате в Питере заявил о том, что и суда будут ходить до ИБА. Насколько реально это сертификаты? Если уж быть до конца справедливым, об этом я сказал, когда был задан вопрос о вообще транспортной доступности. Почему бы и нет? Сегодня это, в принципе, вполне возможно. То есть у нас есть уже проработанная схема транспортная, это федеральная трасса Сыктыв-Карвятка, естественно, она будет использоваться. Второе, говоря о транспортной доступности для въездного туризма, прежде всего, это наш железнодорожный вокзал, аэропорт, который сегодня существует. То есть
Эта транспортная, в общем, схема, она проработана, и никаких, скажем так, вопросов в части ее развития дальнейшего не существует. Но кроме того, вполне возможно проработать маршрут, судоходный маршрут по Сысоле. Понятно, что там есть проблемы в части дноуглубительных работ, но все эти проблемы, в принципе, можно решить так или иначе. Поэтому сбрасывать со счетов эту транспортную схему я бы не стал. При том, что с точки зрения ее использования туристами, может быть, гораздо интереснее добраться до парка не на машине, а вот на теплоходе. На катере каком-нибудь небольшом. Или катер на воздушной подушке. Для республики это больше что даст? Финансы, все-таки наполнение бюджета, или это бренд, вот, Коми? Я бы сказал и то, и другое. Значит, если вести речь о финансовой стороне, да, то, безусловно, создание этого парка, да, его в первую очередь и в дальнейшем всех последующих объектов строительства, оно послужит базой для развития экономики самого района и республики, безусловно, тоже. Это даст возможность увеличить объемы налоговых поступлений в бюджет поселения. Мы рассматриваем сегодня этот объект фактически как ключевой объект с точки зрения перспектив развития такой отрасли экономики, как туризм. А туризм – это такая же отрасль экономики, как лесная промышленность, сельское хозяйство. Так вот, этот объект мы позиционируем как ключевой якорный объект развития этой отрасли. И второе, что касается позиционирования республики, это, естественно, для нас тоже важно. Создавая такой объект, Центр финно-угорского сотрудничества, привлекая сюда туристов как из субъектов Российской Федерации, так и из-за рубежа, естественно, мы позиционируем себя как некий активный элемент финно-угорского сообщества. И для нас это тоже важно, безусловно. Но очень важно в рамках развития этого комплекса туристского финно-угорского центра учитывать уже имеющиеся объекты социальные, этнокультурные самого поселения. И очень важно для нас, развивая этот комплекс, не нарушить то, что сегодня уже сформировано на территории поселения. Я все-таки хочу спросить про эту легенду парка. Почему она вот так как стала такой тайной за 7 печатями? И там коми-фольклористы и русские культурологи ломают копья вокруг нее? Я бы сейчас не говорил о том, что есть некая тайна, которую мы скрываем, тайна, которая находится за 7 печатями. Я бы сейчас говорил о том, что эта легенда, она имеет уже достаточно очерченные, в общем, контуры, но сегодня выносить ее в таком виде на общее обозрение, наверное, пока еще преждевременно. Она требует шлифовки, я бы сказал так. Это вот как пример, можно, скажем, говорить о том, что роман «Война и мир», ведь никто не читал черновиков, они читали его уже в завершенном, таком готовом виде. Поэтому легенда практически сегодня сформирована, она основывается на персонажах финно-угорских эпосов. И ключевой символ этой легенды, ключевой символ или бренд парка сегодня для нас – это образ финно-угорского дерева, который объединяет в себе все финно-угорские народы, которые олицетворяют собой некий духовный центр, к которому стекаются представители всех финно-угорских народов.